А это уже похоже на начало конфликта. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, почему талибы попросили власти Таджикистана не вмешиваться в дела Афганистана. Подписывайтесь на наши обновления, чтобы всегда оставаться в курсе событий. Исполняющий обязанности замглавы сформированного движения «Талибан» правительства Афганистана Абдул Гани Барадар заявил, что Таджикистан вмешивается во внутренние дела страны. Талибы заявили, что направили в провинцию Тахар у таджикской границы 1000 спецназовцев. Десятки спецподразделений Исламского Эмирата были развернуты в Тахаре, были размещены десятки тысяч спецназовцев, написал представитель движения Забиулла Муджахид. По словам представителя талибов, мера направлена на устранение угроз безопасности. Паншери подтвердили, что Масуда-младшего и Салеха сейчас нет в долине. Не уточнили, где они находятся. Афганская пресса сообщает, Масуд пытается получить поддержку других стран. В том числе готов провести переговоры с бывшим президентом Ашрафом Гани, который находится в Эмиратах. Мы хотим, чтобы Таджикистан не вмешивался в наши внутренние дела. Мы хотим иметь с ним хорошие отношения, но вмешательство одной страны во внутренние дела своего соседа не может служить чьим-либо интересам. На каждое действие будет направлено противодействие, заявил назначенный талибами зампредседателя Временного афганского правительства Абдул Салам Ханафи. Представитель движения заявил, что в Афганистане хотят выстроить доброжелательные отношения с Таджикистаном, но вмешательство одной стороны во внутренние дела своего соседа не может служить укреплению взаимоотношений. При этом фронт сопротивления Паншера сообщил, подразделения готовы к бою. В частности, большие силы находятся в предгорьях Гиндукуша, а представители новых властей заявили, глава пакистанской разведки требовал жесткого противостояния с Масудом, но утверждают, что талибы на это не согласились. Он также отметил, что новое правительство Афганистана надеется на укрепление отношений с Пекином. Мы надеемся, что Китай, как наш сосед и как постоянный член Совбеза ООН, будет играть положительную и важную роль в новом Афганистане, пояснил Ханафи. Также Ханафи призвал инвесторов со всего мира начать реализовывать свои проекты на территории Афганистана и добавил, что целью движения «Талибан» является выстраивание отношений, основанных на взаимном доверии со всем международным сообществом, в том числе и США. Как вы относитесь к такому настроению Талибана? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. А вот профессор, политический эксперт Дмитрий Евстафьев в комментарии объяснил, почему талибы обвинили Таджикистан во вмешательстве в дела Афганистана. Он рассказал, что Таджикистан проводит множество политических консультаций по Афганистану с крупными мировыми игроками, в том числе и США. Именно этот фактор поясняет, почему талибы заинтересованы в сдерживании активности в Душанбе. Другое дело, что Таджикистан не выглядит страной, которая может создать угрозу для талибов, а вот талибы вполне могут создать угрозу напряженности на границе, заметил политолог. Как вы относитесь к такому мнению? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.